В процессе проверки указанные сведения были установлены, что в мае 2010 года Чотонов и его близкая связь Мамат Керимов организовали встречу Өмірбека Текебаева с владельцем российских телекоммуникационных компаний и крупным бизнесменом Леонидом Маевским. На данной встрече, которая проходила в условиях Бишкека, Леонид Маевскому было предложено рассмотреть вопрос приобретения акций акционерного общества Альфа-Телеком. Как вы знаете, 20 мая 2010 года 49% акций Альфа-Телеком были национализированы декретом Временного правительства Кыргызской Республики. И на тот момент принадлежали государству. 51% не были национализированы. 49% находились в ведении государственного Министерства государственного имущества, которое на тот период возглавлял Шерал Абдулдаев. Какой партии он принадлежал, причастность к какой партии он имел, тоже имеется в материалах уголовного дела. Я хочу здесь сделать кичинекей кыстырма кошкум келет. Бизде азыр тергөөдө суроо жарыялады. Эмне үчүн 7 апрелде 100% Максим Бакиевке таандык компанияга тиешелүү Мегакомду 49 менен 51 кылып бөлүп чыгышкан. Эмне үчүн ошол учурда 100% мамлекетке национализация болгон эмес. Эмне үчүн ошол жерде генералдык прокурорду башкарып турган кишилер өзүнүн сунушу менен экиге бөлүп чыккан. Эч кандай юридикалык негиз буга жок экен. Бардын карап чыкты. При более детальном обсуждении вопроса по продаже акций Альфа-Телеком Леонид Маевский сообщил о необходимости проведения предварительного финансового аудита господину Текебаеву для оценки ее самостоятельности. Учитывая рыночную стоимость Альфа-Телеком по состоянию на 2010 год, которая составляла по предварительным данным около 300-350 миллионов долларов США, необходимо было провести финансовый аудит со стороны заинтересованного инвестора, затрату на который планировалось в размере 1 миллиона долларов США. По признанию свидетелей, со стороны Текебаева поступило предложение передать ему лично ему 1 миллион долларов взамен на предоставление возможности управления Альфа-Телеком представителями Леонида Маевского и проведение финансово изнутри этими представителями без привлечения официальных аудиторских компаний. Данное предложение было принято Маевским по согласованию со своей компанией через несколько дней. По признанию Маевского 1 миллион долларов он согласился выплатить лично господину Текебаеву. Таким образом, достигнув договоренности о передаче Текебаеву денежных средств, весной-летом 2010 года Текебаеву через его доверенных людей было передано 1 миллион долларов двумя траншами. Первый транш 300 тысяч долларов и второй транш 700 тысяч долларов США. После получения данных денежных средств Текебаев подтвердил Маевскому о получении этих средств и пригласил на следующую встречу. Во время очередной встречи с Леонидом Маевским были выставлены новые условия. Условия о дополнительной выплате ему 10-15% от общей суммы сделки при дальнейшей купле-продаже акционерного общества Альфа-Телеком, Мегакома. К сожалению, на тот момент, заинтересованной стороны, на тот момент был получен ими обоснование, что такие суммы наличными невозможно выплатить, и стороны начали спор. В последующем, после получения финансовых средств, Текебаев не исполнил взятые на себя обязательства, не передал управление
Альфа-Телеком представителем российского бизнесмена Леонида Маевского. В данном случае следствием усматриваются признаки части 1 статьи 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. А именно, умышленное деяние, состоящее в создании противоправной устойчивой связи одного должностного лица, обладающего властными полномочиями, каким являлся на тот момент Өмирбек Текебаев, занимая должность заместителя председателя Временного правительства Кыргызской Республики, с отдельными личностями. В данном случае мы говорим в первую очередь о господине Чотонове, Маматкеримове, в целях незаконного получения материальных благ и имуществ, создающих угрозу интересам общества и государства. Кроме того, в действиях Текебаева и действующих в сговоре с ним лиц предусматриваются признаки пунктов 2 и 3 части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а именно мошенничество, то есть завладение чужим имуществом, денежными средствами Маевского путем обмана, злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, с использованием служебного положения. В данном случае обман Текебаева заключается в том, что на начальном этапе переговоров он прекрасно осознавал, я хочу еще раз повторить, прекрасно осознавал, что придется нести ответственность за взятые обязательства и принимать решение о смене руководства Альфа-Телеком. И обещал на основе этого выполнить условия о внедрении представителя Маевского в управление Альфа-Телеком. При указанных обстоятельствах Маевский является потерпевшей стороной, которому действие Текебаева, Чотонова и Маматкеримова причинен значительный имущественный ущерб. Полученные данные о противоправной деятельности Текебаева, Чотонова, Маматкеримова были соответствующим образом документированы на данный момент, полностью документированы. А после получения официального заявления Маевского, вот у меня копия заявления Маевского, которое поступило в адрес ГКМБ Кыргызской Республики, написано собственноручно. Материалы проверки были переданы Государственным комитетом национальной безопасности, Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и принятия решения по существу вопроса. 25 февраля 2017 года Генеральным прокурором Кыргызской Республики Индирой Распавловной Джолдубаевой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 303, это статья «Коррупция», и пунктами 2 и 3 части 4 статьи 166, это мошенничество, Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Дело возбуждено и расследование, следствие поручено ГКМБ Кыргызской Республики. Доказательства, свидетельствующие о получении Текебаевым денежных средств от Леонида Маевского при участии Алексея Модина, не ограничиваются показаниями последних. В материале дела имеются показания нескольких свидетелей, подтверждающих утверждение данных лиц. Кроме показаний свидетелей, в уголовном деле имеются и другие доказательства, которые в ущерб объективному расследованию уголовного дела на данный момент не могут быть разглашены. Есть понятие тайны следствия. 26 февраля 2017 года, после того, как стало общеизвестно о возбуждении отношений 25 вечером, о возбуждении в отношении Текебаева уголовного дела, ГКМБ Кыргызской Республики поступили сведения о предпринимаемых различными сторонниками шагов по воспрепятствованию проведения объективного расследования уголовного дела, что в последующем подтвердилось. Как известно из средств массовой информации, сторонники данного депутата в ночь с 25 на 26 перекрыли трассу, ведущую с аэропорта Манас, город Бишкек, ущемляя права других граждан. Незаконно проводили обыски машин, останавливали, а также имели другие противоправные действия. В этой связи, в целях избежания конфронтации и столкновений, а также возможных негативных последствий, было принято решение о задержании Текебаева в аэропорту Манас.